Ну что, друзья, всем привет! У нас сегодня радостное событие. Пришла посылочка. И я спешу поделиться с вами этой приятной новостью. И сделаем с вами сейчас распаковочку. Поехали! Так. Опа-на! И что у нас здесь? Яблочный пирог. Абрикосовка. Бородинская. Смородиновка. Перцовка. Вы, наверное, уже догадываетесь, что это такое? Осторожно, хрупкое стекло. И вот такие у нас спиртовые дрожжи. Водка турбо. Вот такие вот у нас дрожжи. Ерофеич. Набор трав и специй. Вот такое вот. Пряный виски. Вот такое вот. Английские качества брожения. Крепость до 16 градусов. Крепость до 14 градусов. В общем, друзья, это вот такая колба. Тут у нас идут спиртовые дрожжи. Качество до 21 градуса. В общем, у нас вот все теперь готово для приготовления рыбацкого напитка. И что нам остается делать? Догадайтесь, друзья, с 3 раз. Мы сейчас с вами, друзья, будем экспериментировать. Будем ставить брашку на этих турбодрожжах. Прочитаем внимательно инструкцию. Попробуем одни, вторые, третьи. Все расскажем, все покажем. Ну а вот это у нас все для настоек. Потом, после очистки, после приготовления напитка, мы это все будем настаивать. Будем замерять, будем настаивать. И вся эта продукция, и спиртовые дрожжи, Брагман, все вот эти дрожжи Брагман, и вся продукция это у нас от магазина Мир Бир. Так что желающие приобрести продукцию этого магазина и такие спиртовые дрожжи, ссылочка в описании к этому ролику. Спиртомеры у нас все разные. Этот у нас от 0 до 40 градусов, от 40 до 70 и от 70 до 100 градусов процентов спирта. Так что теперь можно будет профессионально заняться. Мы и так, в принципе, занимались, но теперь точностью до градуса можно будет замерить, сколько у нас градусов будет в напитке. Затем сделаем мы настоечку. Вот, пожалуйста, перцовочка. Тут можно не просто сделать настоечку. В упаковке есть еще вот такие вот этикетки. Можно наклеить на бутылочку без этикетки. У нас будет бутылочка с этикеткой. Короче, все мы этим всем будем заниматься и подробно вам все покажем. Ну а пока я с вами поделился хорошей новостью. Напитки покрепче, напитки получше. Теперь все будет. Так что заходим по ссылочке, смотрим, что у них есть в магазине. Уже скоро, очень скоро. Завтра выезжаю на рыбалку, а приеду с рыбалки через 2 дня. И мы уже будем конкретно ставить брашку. Ну что, друзья, пришло время испытаний наших
спиртовых дрожжей Брагман. Сегодня мы будем испытывать спиртовые дрожжи Брагман Турбо и спиртовые дрожжи 48 Универсал Турбо. Английское качество брожения. Сбраживает до 7 кг сахара, вес 115 грамм. Тут вес 135 грамм, сбраживает до 9 кг сахара. Если Брагман Турбо дает крепость браги до 16%, то здесь уже крепость браги до 21%. Так, ну что, пробуем. Сначала мы в теплой воде разбавляем сахар. Так, здесь у нас сахар по 5 килограммов в каждой упаковке. Пять раз. Пять, два. Так, ну, а эту пятишку мы разделим 2 килограмма сюда, это у нас будет 7, и 3 останется сюда, это будет у нас 8 килограммов сахара. Для этого берем литровое ведерочко. Раз. Два. Ну и 3 примерно остается здесь. Плюс-минус 15 грамм, я так думаю, роли большой не сыграет. 3 килограмма сюда. Так, ну что у нас получилось? Здесь у нас получилось 7 килограмм, здесь у нас получилось 8. Размешиваем сахар. Так, сахар мы размешали до полного растворения. Теперь давайте, главное не перепутать, Брагман Турбо дрожжи отправляем в флягу, где у нас 7 килограмм сахара. — 48 Универсал Турбо, где 8 килограмм сахара. Пошел сразу запах, ну, типа хлеба, такой, ну, хлебного теста. Раньше, когда пекли хлеб, мне нравился запах, когда вот начинаешь замешивать тесто, такой же запах пошел. И это еще хорошенько все размешаем. Ну вот, в принципе, все готово. Остается только ждать. Это у нас поиграет 3-5 дней. Пусть отыграет 5 дней. Ну а это чуть дольше. У этого у нас 5-8 дней. Пусть отыграет все 8 дней. И посмотрим, какой будет у нас выход процентов спирта. Ну и в дальнейшем, конечно же, посмотрим, сколько у нас получится
самогона выйдет с каждой фляги. И там посмотрим. Работаю с этими дрожжами впервые. До этого я пользовался белорусскими спиртовыми дрожжами. Так что сейчас заценим, что у нас получится. Ну что, на этом у нас пока будет перерыв. Для вас это будет всего лишь рекламная пауза. А на самом деле пройдет 5 и 8 дней. Это у нас фляга с универсалом через сутки. А это у нас Брагман Турбо. Играет, шипит. Но универсал играет лучше. Итак, друзья, вчера я вернулся с рыбалки. В наши края просто стремительно наступила весна. Все тает очень быстро. Лед на реке уже посинел. Как бы хочется успеть побольше насладиться зимней рыбалкой. С Григорьевичем ездили на рыбалку, вчера вернулись. И перегонку от первой партии я немножко не успел. Эта брага у нас отыграла 5 дней. Это вот с этими дрожжами у нас, которые спиртовые дрожжи Брагман Турбо. Эта брашка получается у нас, которая 48 Универсал Турбо отыграла 8 дней. Перегнали ее сегодня. Вот сколько у нас получилось. Здесь где-то бутылка у нас 10-литровая, где-то около 9, даже больше 9,5 литра, наверное. Здесь у нас литров 8, наверное, тоже 10-литровая банка. Здесь, напомню, здесь было у нас 7 килограмм сахара, здесь у нас было 8 килограмм сахара. Это у нас стояло 5 дней, это у нас стояло 8 дней. Пока достаивала эта брашка, это благополучно перегнали. Уже успели очистить кокосовым углем, профильтровать. И давайте же мы сейчас посмотрим, сколько градусов получилось у нас. К сожалению, градус браги измерить не удалось, потому что, я же говорил, он был на рыбалке. Так что давай посмотрим, сколько у нас было на выходе. Это по-научному, как говорится, спирт-сырец. То есть здесь все, кроме последних капель вонючих хвостов, здесь все. Первак здесь на месте. Так, давайте мы как бы сейчас это культурно нам проверить. Опа. Тихо. А запах. Пахнет чистым спиртом, кстати, никаким, как говорят, сивухой и ушными маслами уже не пахнет, потому что уже это очищено кокосовым углем. Так, смотрим, опа, сколько у нас на выходе. Так, не знаю, видно, не видно, но он почти 50 градусов, 48 градусов. Вы заметьте, выход какой, 48, 49, почти 50 градусов. Это получается у нас 8,5 литра. Это 7 килограмм сахара. Хотя раньше говорили, то есть килограмма сахара должно быть литр 40-градусного напитка. У нас, заметьте, вышло намного больше. Стояло всего 5 дней. Так что это очень хороший результат. Теперь мы посмотрим, что у нас показали, как у нас показали 48 универсал. Здесь у нас вышло немного больше, около 9, даже больше 9 литров. Попробую так прямо.
Это у нас пока еще ничем не очищено. Смотрим градус. (52) где-то примерные. 51-52 градуса. 50. Пускаем. Чуть ниже. 52 градуса. Играла 8 дней. 8 дней. Сахара здесь было на 1 килограмм больше. 7 килограмм здесь было, здесь 8 килограмм. Я так считаю, что с 8 килограмм сахара 9, даже с копейками литров 50-градусного самогона, это очень хороший результат. Так что дрожжи сработали отлично. И быстро получается, и в то же время качественно. Это очень хорошо. Так, еще вам, друзья, скажу, пока я был на рыбалке, пришла ко мне посылочка, вон, пожалуйста, это прислали на обзор Кавелос Чистогон и Чистогон Профи. И вот такие еще скорлупа миндального ореха и скорлупа кедрового ореха. Это для настойки, для настойки готового продукта. Так, что у нас с тобой представляет Чистогон? Вот такие брошюрки отправили. В общем, Чистогон и Чистогон Профи высокоэффективные сорбенты для очистки спиртовых дистиллятов от посторонних примесей, тяжелых металлов, белков, сивушных масел и прочее. Чистогон и Чистогон Профи представляют собой высокоочистный аморфный диоксид кремния со специальными характеристиками. Очищающий эффект обеспечивается высокой сорбционной емкостью, которая составляет 280 мг на грамм, что в 2 раза выше, чем у активированного угля высокого качества. Подтверждено лабораторными данными, отчет на сайте чистоgon.рф. Так, химически инертно, они не производят химических изменений в спирте. Уголь окисляет спирт при очистке. Применяется на любой стадии приготовления напитка. Уголь очищает только готовый продукт. Нельзя использовать с брагой или на этапе разделительной колонки. Специально разработан для применения в качестве очищающего средства в колоннах. Так, в общем, как я понял, вот Чистогон Профи можно добавлять в сорбционно-фильтрационных колоннах, а Кавелос Чистогон добавляется в готовый продукт. Его можно, как тут написано, даже на стадии брожения вносите в норме 2 грамма на литр. Пол чайной ложки на литр браги. Снижает время брожения, увеличивает полноту сбраживания, обеспечивает осветление материала по окончанию брожения. А в готовый продукт у нас вносится непосредственно в емкость из расчета 10-20 грамм на литр. То есть или половинку, или 1 столовая ложка на литр. Периодически встряхивая, выдержать в течение 3-5 часов, потом слить на достаточную жидкость. При этом чистогон предварительно необходимо промыть небольшим количеством воды, чтобы удалить частицы мелкой фракции. Фильтрующие колонии, ну ладно, колонны у нас нет. В общем, этот самогон мы очистили активированным углем кокосовым. А давайте сюда мы добавим и проверим, как у нас работает Кавелос Чистогон. В принципе, запах я бы не сказал, что оно пахнет силкой, но проверим, как у нас это все сработает. Открываем и проверяем. Так, если 9 литров, здесь получается 9 столовых ложек. Так, я правильно открыл? Да, это готовый продукт. Все правильно.
Вы спросите, наверное, откуда у меня такая большая воронка? Немного истории. Раньше, когда родители были живы, раньше, когда жили в деревне, мы держали не одну, да, две, а то и 3 коровы. Молока было завались. И вот, чтобы удобнее было разливать, чтобы не такие вот воронки вот были вот такие маленькие, а чтобы удобнее было разливать в бутылки, в банки молоко. Вот такую вот здоровую воронку нашел в магазине. 30 рубликов по тем деньгам она стоила. Я не знаю, какие года это мы покупали, какой курс был. Так что это воронка из прошлого, когда мы занимались сельским хозяйством и держали скотинку. Так, это немного истории. Где-то ложка тут была, где-то ложка тут была. Ну что, 9 ложек. Раз. Два. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Достаточно. Вот. Процесс пошел. Потряхивая, будем мы это 3-5 часов. Потом все это дело мы профильтруем. И будем настаивать на скорлупе кедрового ореха и на скорлупе миндального ореха. Вот. Сейчас тут немного информации. Скорлупа кедрового и скорлупа миндального ореха для приготовления спиртовых настоек. Оптимальный размер частиц для быстрого настаивания. Расход 20 грамм, 2 столовые ложки на 1 литр настойки. Здесь у нас 50 грамм, это получается литр, 20 литров, 20. В общем, на 3 литра, грубо говоря, настойки. Стоимость фасовка 50 грамм 75 рублей при покупке от 1 до 10 штук. 70 рублей при покупке от 10 до 30 штук. 60 рублей при покупке от 31 до 99 штук. И 50 рублей при покупке от 100 штук и выше. Вот так вот. Все это можно заказать научно-производственное предприятие АО «Эко-Кремний», Брянская область, город Новозыбков. Офис продаж город Брянск, переулок. Ну, в общем, в описании к этому ролику я дам ссылочку, где это можно все заказать. И чистогон профи, чистогон, скорлупа ореха. Все это вы можете зайти на сайт и проверить, и посмотреть. Ну, если понравится, то заказать. Ну вот и все на сегодня. Остается нам только ждать 3-5 часов. Потом все это дело профильтровать. И будем настаивать. Ну и в конце концов мы обязательно попробуем и продегустируем на рыбалке. А возможно, скоро будет у нас весенняя охота на нашей весновке. Будем дегустировать сами, с нашими друзьями. Ну и, конечно же, с вами, друзья. Скоро это все будет. На сегодня все. Всем пока, всем до свидания.